Алексеевич. Здравствуйте. Люди, которые... Спасибо вам, Добрый что день. вы мне помогли. Ну как дела? Меня освободили пока условно-досрочно. То есть перевели на дневной стационар. Я каждый день буду Пойдемте, ездить. там дождя нет. Диагноз, я хочу сказать, на всю Белоруссию, на весь мир. Я абсолютно его не скрываю. Это расстройство личности по параноидному типу. Лежал я в палате, вы прекрасно знаете, с больными острыми, то есть так называемая палата для острых больных. Почему? Ну, в смысле первичных, наблюдательных, требующих наблюдения. Почему? Потому что я отказался от лечения, а такие люди подлежат, так сказать, наблюдению. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что человека взяли как бомжа, понимаете? Вот из-за чего меня взяли? Нарушение функционирования. То есть якобы у меня нарушено функционирование и социальная адаптация. Ну, то есть фактически взяли как будто вот бомжа. Нашли, извините, описанного на помойке. И все это прошло. Я не знаю. И правозащитники воевали, и не правозащитники, а политики, как вы говорите. Но вот они все ответы я принес, чтобы передать нашему уважаемому правозащитнику. Вначале был суд, на который меня не пригласили, понимаете, потому что по состоянию здоровья, ну якобы, хотя я прекрасно себя чувствовал. Потом была кассационная жалоба, на которой не пустили моего адвоката, не пустили ни меня, никого. Определение, что вот судебная коллегия Витебского областного суда, председательствующий Федукевич. Я хочу, чтобы знали эти фамилии народ. Федукевич А.И., судья Машанская О.А., судья Хилькевич НВ рассмотрела на закрытом. Вы понимаете, страшно в том, что заседание закрытое, как будто какого-то преступника, насильника, убийцу рассматривали. Хотя я писал неоднократно заявление в суд, что я хочу, чтобы суд был открытый, публичный. Я готов на весь интернет заявить и диагноз свой, потому что мне абсолютно не стыдно. Вот. Так вот, я просто хотел бы сказать, страх в том, что они сейчас опробировали вот эту систему, когда даже врача-психиатра, человека с высшим образованием, в наглую вот так можно сделать, и причем с улыбочкой заявить, а ваши права ни в чем не были нарушены. Вопрос не во мне, вопрос в том, что начали они с бомжиков, да, ну, то есть бомжей начали вот так собирать и вот так вот закрывать социально плохо функционирующих. Потом работники сельского хозяйства пошли, с сопровождением милиции, они добровольно, конечно, туда шли, подписывая вот это все. А потом, вот видите, они показали, что да, поэтому я обращаюсь к правозащитным движениям, да, защитить не столько меня, сколько надо, потому что по большому счету я не сильно пострадал. Нельзя так уже говорить, что по основу вот уже пострадал. Отношение было превосходное, вы правильно писали, что и чистый я был, и выбритый был, и все было у меня хорошо. Но дело в том, что само психологически вот это, когда тебя закрывают, непонятно для чего, непонятно, что происходит, ничего не говорят. Поэтому сказать, вот саму свободу надо защитить. Мой вопрос – это прецедент, который, если пойдет дальше, так это практически любого. Можно обвинить, если ты с ним не согласен, что его заявление бред, а раз так, значит, ты плохо функционируешь, значит, тебе надо помощь. Я хочу поблагодарить прежде всего всех, кто меня защищал, всех. Я не знаю, вот всех, кого вы назвали, я просто их даже перечислить не могу. И именно благодаря их, конечно, вот я вышел на свободу.